Продолжаем, и у нас в студии гости. Это Василий Климович Павлов, ректор Малой академии наук Республики Саха-Якутия, и участники орнитологической экспедиции в Гонконге, я так понимаю, в Китае, Да. правильно ведь? Это Надежда Ларионова, Саяна Данилова и Никита Аргунов. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Говорим мы сегодня об обменной программе между Малой академией наук Республики и школами Гонконга. Ребят, с 13 по 23, да, все верно, Все да? это происходило, да. Все это происходило. Расскажите нам, что за такая Эта программа у нас уже идет третий год. Значит, здесь у нас было больше 150 гонконгских детей. Где-то 30 детей наших уже ездили в Гонконг. Вот на этот раз еще 5 наших школьников, шестиклассников. Из них, значит, двое не из Якутска. Это Владислав Верхотуров из Ленска и Давид Телевицкий из Мирного, тоже шестиклассники. Программа очень интересная, все это происходит благодаря очень хорошей поддержке Целевого фонда будущих поколений. Но сам по себе Гонконг — это очень маленький город, всего 1000 квадратных километров, 24 раза меньше, чем Хангаласский Улус, но там живет больше 10 миллионов человек, и самые знаменитые школы, университеты находятся там, номер 1 в Азии. Поэтому мы, значит, благодаря поддержке Гонконгского университета и многих хороших школ смогли побывать там, и дети сами расскажут о том, что они увидели. Да, ребят, не терпится узнать, что вы там такого интересного делали, где проживали, да? Ага. Саяна? Мы проживали в принимающих семьях и учились в школе Кауян с гонконгскими детьми. Так. Ходили на экспедиции в разные заповедники и не только. Изучали птиц, смотрели, как они ведут себя в естественной среде их обитания и следили за их повадками. А каких птиц вы конкретно изучали? Всех? Стерхи. В основном стерхи, да, журавли? Они эмигрируют с Якутска в Гонконг. Это здорово. С Якутска, получается, они эмигрируют в Гонконг и там зимуют, Да. правильно? А потом возвращаются обратно. Каким образом это все было? Вы наблюдали за ними? Что конкретно делали? Наблюдали в бинокле и монокль. В бинокле. Да. Ага. Так, Никит. Но было 5 участников, да, я так понимаю? Да. Вот двое ребят сейчас отсутствуют, потому что они из других городов. С каких городов были еще ребята? Вот такая, который здесь из Якутска. Вот Давид Левицкий, он из Мирного, и Владислав Верхотуров из Ленска. Никита, расскажи, но вот как вы вообще попали, да? Как прошли отбор? Что нужно было сделать? Сначала, так, кажется, началось у нас со мной, потому что Василий Климович Павлов вот так позвонил директору моей школы номер 5. Он сказал, например, какие у вас ученики 6 класса, которые хорошо говорят по-английски. Вот так, а потом он меня проверял через телефонный звонок. И нужно было еще сделать эссе про почему наука важна. Так. Так. Эссе на английском языке, да? Ага. Что очень важно. Ага. Что вот так он проверяет уровень английского. Ну, и почему же важна наука? Потому что это объясняет много чего, что происходит. Или это, например, благодаря науке мы и знаем вот это про животных, скажем, например, стерхов. И он так, благодаря науке мы имеем еще вот такие технологии, которые мы сейчас имеем. Так. Скажем, даже телевидение. Девчонки, ну расскажите, где вы учитесь, да? О себе немножко расскажите нам. Я учусь в физико-техническом лицее имени Владимира Петровича Ларионова. Я учусь в городской классической гимназии в 6 Б-классе. Но мне 12 лет. Ну, ваше заведение, наверное, очень гордятся вами, да?
Да. Ну, вы 10 дней пробыли в довольно-таки большом городе, а самым известным, можно сказать, один из известных городов мира, Гонконге. Какие впечатления остались у вас от него? Незабываемые впечатления. Там очень красиво. Ну, для нас это очень большой город, хотя для них нет. Совершенно другая цивилизация. Так. Слишком много всего нового узнала. Там даже двери открываются отпечатком пальцев. Там очень большие здания, небоскребы. Современно, да? Да. Да, Ага. и там очень теплый климат. В отличие от нашего. А тебе, Никит, что запомнится? Это тоже для меня незабываемо, потому что вот так, как Гонконг, это совершенно что-то другое. То ли это люди, которые живут, они как другие от нас, или вообще-то это, скажем, технологии, как, например, двери откроются отпечатком пальца. Ты бы хотел жить в Гонконге когда-нибудь? Но если вот так можно, то можно, но, конечно, что все знают, что Гонконг – это один из самых дорогих городов. Дороговато выйдет, да? Дороговато. Ага. Василий Климович, но известно, что на этом такие программы подобные, Да. да, не заканчиваются. Они будут у нас свою работу? продолжаться. У нас летом планируется несколько мероприятий с гонконгскими школами. Сейчас идет отбор учащихся в Гонконге. Уже по всему Гонконгу там где-то 500 человек подали заявление. Это летом, значит, они проведут в Якутске международной исследовательской школе дети. И также совместный у нас проект вместе с Основным Бором, здесь местным оздоровительным, значит, учреждением детским, где тоже будут и гонконгские дети. То есть у нас много будет таких интеракций, взаимосвязей разных устанавливаться. Будет очень интересно. Но также будут объявлены конкурсы, Обязательно конкурс будет объявлен. Мы как раз смотрим, фокусируемся на шестиклассников в данном случае, потому что считаем, что это очень полезное, интересное время жизни человека в 6 классе, 12 лет, когда самый, как говорится, максимум когнитивной способности у детей проявляется. да? Что ж, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Ребят, мы вам желаем только успехов дальнейших. Молодцы, так держать. Огромное спасибо, удачного дня.